когда они всю эту работу сделали, вот 3-4, вот эта группа отходит. Вступают вот эти бандиты 5-го, они нагнетают и тоже уходят. 5 числа народ остается один. В это время из Казахстана за пределы страны вылетает главный муфтий, Мухаммеджан Тазабеков, Бекбулат Люхан, кто там еще, Булат Назарбаев. Они создают себе алиби. Они все задействованы. Это не за тем, чтобы, вы знаете, вернуть власть Назарбаеву. Нет, вот этим всем парадом, всеми этими клоунами. Это клоун Тохаев, клоун Назарбаев, клоун Карим Масимов. И вот это Шуша, Мамай, фейковый оппозиционер, вот этот адвокат. Всеми клоунами управляет вот эти ребята. Патрушев, еще раз повторюсь, сидел в Алматы и сам руководил своей операцией, которую он сам разработал. Вот вчера информация прошла, Путин снял командующего войсками в Украине Суровикина, назначил начальника штаба Геращенко, отправил туда сам проводи это управление войсками в Украине, кто разрабатывал эту операцию, к слову. Ну и орден получает, как Куспан. От президента, правда, тут Куспан, видите, у него роль выше, он лично из рук взял. А эти павлодарцы взяли орден от Тохаева из рук Акимова области. И так по всем областям. Я вот пример привел: Алматы, Уральск, Павлодар. Такая ситуация по всему Казахстану. Вот, друзья, я привел доказательства, как организовывали вот эти события, повлекшие кровопролитие, повлекшие страдания столько миллионам людей. Миллионов в чем? Вот сейчас вся экономика, все богатство Казахстана работает на кровавый режим Путина, на войну с Украиной. Все ресурсы Казахстана сейчас тратятся на войну. Все деньги, которые украл Назарбаев, Булат Назарбаев, Нурсултан Назарбаев, вот эти Машкевичи и т.д., все эти олигархи, все забрал Путин. Ему деньги нужны как воздух. Люди ходят, почему Тохаев не арестует этого, почему, говорит, некоторые говорят, вот Назарбаева команда осталась, они хозяева банков и всех этих заводов, фабрик. Нет, они уже не хозяева, все давно переписано, еще в январе месяце. Все деньги наличные, которые хранились на счетах, они давно, Карим Масимов полностью дал расклад по назарбаевским счетам, их все забрали. Назарбаев пустой, его олигархи все пустые, все деньги работают на войну, используются на войну против Украины, работают на Министерство обороны России, на оборонную мощь России. Вот зачем мы тут спецоперацию делали? Чтобы прибрать Казахстан, это как тыл, чтобы заводы здесь сделать, фабрики, прямо заводы перекидывают с России, потому что там все стало, ничего не работает. Они все это знали, еще раз повторюсь, план А, план Б, план С, они все знали, как тыл в свое время Советский Союз использовал Дальний Восток, Казахстан, Узбекистан. Сейчас Казахстан, они все это распланировано было. Еще раз говорю, это не является стихийным, это то, что произошло 2-го, это не является никаким борьбой кланов, кланы роли не играют, когда Путин обозначил свое это присутствие. Ну вот, видео смотрите, прямо же говорит он. Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Мы не дадим проводить цветные революции, мы не дадим раскачивать в нашем доме ситуацию, говорит. И он считает Казахстан своим домом. Что и требовалось доказать. За январскими событиями, январское кровопролитие, убийство сотен мирных граждан, поглощение Казахстана стоит Кремль, ФСБ, Путин, а вот эти шушера, Тохаев, Назарбаев, Карим Масимов, это пешки в большой игре. Я не говорю уже о других вот этих шушере, меньше. На конце, резюмируя разговор, друзья, то, что я говорю, что Путин имеет такое влияние, провел такую операцию, не означает, что мы должны смириться и опустить руки. Нет, конечно. Мы должны бороться. Каким образом бороться? Единственная есть организация в нашей стране, это партия Халық Таңдауы, которая сейчас формирует свою армию.